Цемжилла ноябрьдечи райондес сентябрьден васра арадалгайи тебиат хунин Дагестан республикадин Дербент Тавай межрайонный прокуратура Динкил Михаил Сергеевич Лихачев Махманхана. Ти тешкилах Динкилих Танишкунин Мяреката муниципальный райондин рахбер Нариман Абдулмуталибова, райондин прокурор Меджид Велимурадова, райондин администрация Дин Тамарин Маишатин ва Зирзбил Акудунул Машхул Касумкент сервис Карханадин Жавабдар получили штрафна. Михаил Сергеевич посчитал нужным приехать в наш район, ознакомиться с нашим районом. Хочу сказать, что он первый раз в Дагестане. Я попросил бы вас, уважаемые друзья, в тесном контакте с нашими заинтересованными службами наладить деятельность, наладить работу и понять всю суть, значимость природоохранной прокуратуры. Михаил Сергеевич, вам слово, пожалуйста. Было сказано, я впервые в республике. Хотелось бы несколько слов сказать о том, что из себя представляет наша структура. Приказом генерального прокурора 1 июля было принято решение создать две природоохранные прокуратуры в Республике Дагестан. Это Махачкалинская природоохранная и Дербентская межрайонная природоохранная. С 20 сентября мы начали осуществлять свою деятельность. Есть разграничение компетенций по территории между нами, Дербентской межрайонной и Махачкалинской. То есть, начиная от границ Азербайджана до этого Маграмкентский район и все, что идет до Избербаша, включительно и выше горы. Это непосредственно надзор осуществляет Дербентская природоохранная прокуратура. С учетом того, что принято такое решение, Генеральная прокуратура возлагает на нас большую ответственность, да, и по поводу правильного выстроить взаимоотношения и с муниципальной властью, с республиканской, где-то подсказать, да, где-то, может быть, придется мерами прокурорского реагирования понуждать к исполнению требований природоохранного законодательства. Компетенция достаточно обширна, начиная от исполнения законодательства об отходах производства, атмосферного воздуха, земля, лес, особо охраняемые природные территории, недра. Так или иначе, все эти вопросы имеют определенные, так скажем, вызывают определенные вопросы, да, у нас в настоящий момент касаемо правового поля, но задача в первую очередь подсказать. Да, поэтому я думаю, что нам удастся выстроить тесные взаимоотношения. Какие проблемные вопросы есть, я думаю, мы сейчас с вами обсудим, выработаем алгоритм действий совместный. Вот. В любом случае, вы можете, даже если сейчас какие-то моменты мы не вспомним, да, или, может быть, будет проблематично что-то решить, в рабочем порядке мы располагаемся в городе Дербент на улице Гагарина, 23А. Поэтому контактные телефоны мы вам представим соответствующие. Вот, в режиме связи будем находиться. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, прошу не стесняться. Мы сейчас пытаемся наладить нормальную работу. Присутствие здесь районного прокурора говорит о том, что мы работаем в единой связке, потому что где-то, если требуется более такое взаимодействие уровня территориального прокурора природоохранного, мы готовы взаимодействовать, подключиться в этой части. Вот. Поэтому, если вкратце, то у меня все, да, там уже мы в рамках нашего сегодняшнего обсуждения уже более подробно проговорим по специфике. В общем, общие проблемы, которые стоят перед нами, это строительство очистных сооружений, также ТКО и лесное хозяйство. Общий, я так вижу. Река наша, недры, негативное воздействие на окружающую среду. Пожалуйста, если у вас какие-то проблемы, вопросы. Михаил Сергеевич приехал прежде всего ознакомиться
Первейшая задача – это профилактика. Вторая задача – это консультирование. Если где-то что-то мы недопонимаем, наша структура недопонимает, чтобы направить русло. А контроль, естественно, должен быть, а наказание уже после профилактики, ну, грубо говоря, так. Если не понимает, если не исполняется закон, то, естественно, наказание неизбежно. Поэтому я попросил бы вас, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, обозначить, какие проблемы у нас есть. Как вы видите, есть ли у нас вопросы с исполнением законодательства, есть ли у нас проблемы по исполнению наших полномочий, чем может помочь нам прокурор в рамках реагирования на эти проблемы. Как видите вообще ситуацию с исполнением тех или иных полномочий? У нас есть ООО «Касумкент-сервис». Ввиду того, что район у нас такой, мы здесь не везде, у нас и контейнерные площадки, но сбор идет бестарным способом. Мы с момента введения новой мусорной реформы, так скажем, заключили договора с региональными операторами. Региональные операторы до апреля 2020 года осуществляла деятельность ООО «Экологика». Далее, в январе прошлого года, 2020 года, Минприроды расторгла с ними соглашение о регоператорстве. Потом уже в силу вступил другой регоператор «Горсервис». Соответственно, согласно договорам мы проработали года полтора с ними. Честно говоря, может быть неправильно, но вогнали нас огромные долги тоже. Да, вот такие моменты. Но тем не менее мы на сегодняшний день работаем. Согласно этим договорам мы вывозим мусор регоператору Дербент с последующей транспортировкой на Сбербашский полигон Гринтау. Такая небольшая некоторая часть остается здесь, но тоже в последующем мы собираемся его возить. А так ситуация, конечно же, оставляет желать лучше в том плане, что у нас в южной зоне отсутствует лицензионный полигон. Избербаш находится слишком далеко от нас, ввиду того, что у нас техника старая, 110 километров отсюда туда возить, очень накладно. По тем договорам, которые мы заключили с Горсервисом, просто так получилось, что в начале прошлого года, 2020 года, в республике наступил мусорный коллапс в Махачкале, в городах, и регоператоры отказались от исполнения своих обязательств, и там эти обязательства были возложены на пару предприятий: Махачкала-1, служба городского сервиса Махачкала-1 и служба городского сервиса Дербент. Ну, территории огромные, расстояния большие, и, соответственно, те обязательства, которые есть, ввиду того, что у нас есть лицензия, на нас было возложено, обслуживание этих дополнительных трех районов: Хивского, Курахского, Гульского. Ну, надо отметить, что больших движений, большой работы мы там не проводим, потому что отсутствует техника, отсутствуют возможности. Даже та техника, которая есть, это помогает меценаты, мы вынуждены обращаться к ним. Вот на сегодня такая ситуация у нас, как и в районе. Руководство республики также знает о этой проблеме. Сейчас, насколько мне известно, активно идет работа по изменению территориальной схемы обращения с ТКО. Почему о ней сейчас остановлюсь? Потому что это основной документ, на основании которого будет осуществляться вывоз отходов, не только ТКО, вообще в целом отходов, да, это и лампы, и там иные классы опасности, которые имеют медицинские отходы, с территории республики. Сейчас совместно, в том числе и с представителями природоохранной прокуратуры, прорабатывается вопрос ее корректировки, да, и я думаю, как только она будет принята, она уже должна действовать непосредственно, и уже ее эффективность мы сможем тогда определить. Говоря о том, что я просто не совсем понял, вы статус какой имеете, ваш Касумкент-сервис? Вы как оператор, либо вы подрядчик? Мы субподрядчик. Субподрядчик, да. По МУП Дербента, да? Да, МУП Горсервис Дербент. МУП Горсервис, да. Дербент. Вот.
Конечно, в соответствии с требованием закона, да, предусмотренный пакетированный сбор, да, но тем не менее мы как раз хотел вас поинтересоваться, насколько существует необходимость создания контейнерных площадок для города. Да. Для этого нужен соответствующий транспорт, да, чтобы эти контейнерные площадки обслуживать. Существуют, наверное, даже проблемы здесь, в том числе и санитарных норм, требований при создании этих площадок, да, потому что я сейчас проехал в Касумкент, посмотрел, очень плотная застройка к улицам. Поэтому давайте сейчас мы как-то этот вопрос возьмем на карандаш и в дальнейшем будем смотреть, как будут развиваться события. Да. Есть понимание, есть знание этой проблемы. Я думаю, что совместными силами мы решим. Спасибо. Иқан танишкунин мәрекәтә районда табиат хунин адас зарар гозай мисела иркай. Карюлик тхун патал вехенакани камарикай. Касумкент сервис один руководитель Галиб Фатахов. Лесхоздин холовчи Лазер Фарманов в райондин администрациядин холовчи Архана. Гүриштин хирдай райондин қилиатан вай Мухаммадис Саграй Лхана. В табиат хунин меселада санал тхузай карда агал кунархун канарна.